Итак, здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Всем блогерам привет, которые приезжали сюда недавно в Якутию. Это Андрей Сибирия, Агат Продакшн и Рыбкин 39 Володя. Также передаю привет спонсору этого выпуска, Игорю из Чехова, который на втором моем канале Клевая Рыбалка Лайф отправил посылку. И желаю ему хорошего здоровья и его матери. Сегодня у меня, как сказать, рыбалка, благотворительная рыбалка. Вот. Вся рыба будет, пойманная рыба будет раздана. Вот. Ну, раздавать будем многодетным матерям, одиночкам. И, возможно, пенсионерам. Пенсионерке дадим тоже. Я только приехал, извините, ночь, двигался ночью. Дорога была очень сложная. Ехать вдоль берега, вдоль скалы. Там в одном месте неправильно заехал, засел в наледь, в общем, в сугробы. Вылезал оттуда, наверное, час целый, битый час. И в итоге вылез. Ну и добрался сюда, поставил палатку. До этого я сидел в другом месте. Сюжет с того места тоже выйдет на том канале, потому что он не очень интересный. Там очень мало улова. Поэтому, чтобы не забивать этот канал, на тот канал кинул. Кому интересно, можете перейти по ссылке посмотреть. Ссылка будет в описании. Есть. Иди сюда, дорогой. Хорошо идет. Ух ты! Сорога! Отлично. Первая сорога. На новом месте. Опа. Золотистая сорожка. Так, будем замораживать. Ну, крупных будем забирать, мелких отпускать. Ну что, это была просто такая репетиция. Я сейчас, друзья, долго не буду сидеть, потому что я очень сильно устал. Вы уж извините меня. Рыбалка будет завтра. Не завтра, а сегодня. Сейчас уже 5 утра. До 5 утра я тут копошился. В 3:10. Ну, где-то 1,5 часа я сижу. Час 40. Основное я закончил в 3:10. То есть печку растопил. Пытался родным позвонить. Все спят. Ну, еще одного берем. И ложимся. Ладно, друзья, я ложусь спать до утра. В общем. Итак, доброе утро, друзья. Для меня ночь это несколько часов, а для вас мгновение. Ну что, спал я хорошо. Погода вообще отличная. Ни ветра, ни ничего. Такой мелкий снежок порошит. В этом месте, в отличие от предыдущего, лед потоньше.
снег побольше, порыхлее, погода теплее. Есть этот улов, ну, рыба. Должна быть рыба, по крайней мере. Так, сейчас я с утра хотя бы горло промочу. Сразу будем проверять, есть рыба или нет в этих краях. И надо будет днем съездить за дровами, потому что дрова, которые я с собой привез, благодарю их, конечно, эти дрова, благодарность, но они закончились. Сейчас нужно обязательно угостить местных духов своими. Всегда угощайте своей самой вкусной едой, и тогда вас Байнай никогда не обделит. Вот. Из самого вкусного у меня есть калининградское сало. Сейчас вот им и будем угощать. И обязательно щепотку нашего саха-чая. Ну и быстренько скажу, друзья, все, чем пользуюсь и рекомендую сам, вы можете посмотреть, найти на портале клёвая-рыбалка.рф. Поэтому, друзья, переходите, смотрите. Друзья, когда угощаете байная, то вы угощаете прежде всего свой очаг, огонь, и просите дух огня передать вашу просьбу верховным божествам. Чем хорош еще чай, саха-чай байнай, это тем, что вы просто, если не знаете слов алгыса, то вы просто сканируете своей камерой QR-код, переходите по ссылке. Катан темерие эхеккем одуккану бай. Эхгина яхтутан бай барилах баянай тойын эхекке биттен. Көртөһүн аттахан тобуктан туран топкоңна тоғым. Алгы санам айкыһыннағым. Шүрер атақтақын инне берелеңнет. Көтөр кынаттақын үртүбер мүрүт. Сырылар бын сыыла арыла. Қонуктар бын хооньоло. Өрөр көспін қоркунна, өттік қарала или тұтурда. Ал отым, қара тығым етчелері, күдік кынан кәхилән, сәгәс кынан сәмсәлән, мечік кынан маңылан, етчелерем, үрдік аққытығар сүгірген тұраммын, алғадағым болуқты. Өрім көтім, күлім аллайым, қара суыр тұмса қанырдың, ал кіс баға сығаланнан. Дом. Ну что, друзья, вот мы и сделали обряд угощения. Теперь давайте будем рыбачить. И можно по пути и перекусывать самому. Ну давайте начну я, наверное, я буду рыбачить в 2 лунки, в 3 даже. Здесь я поставлю мормышечницу, и во второй по блесню. Так, вчера я вечером здесь, как, насколько вы помните, перед сном закормил, и вот смотрите, уже результат. Кто-то уже идет, хороший идет. Хороший идет. Ух ты, какой чубак, ух ты, вот это да!
Красота какая! Этого обязательно берем. Посмотрите прям. Чубачела так чубачела. Всем чубакам чубак. Во. Да, я рад, что, друзья, я перенес свое место. Кто ищет, рыбу находит тот, кто ищет. Вот про это вот так говорят обычно. И это правильно. Ну такой, знаете, блин, хороший. Эх. Туда. Ну, рыбалка благотворительная, как я и говорил. Вот. Даже тесто не менял со вчерашнего дня. Смотри-ка. Тесто им понравилось. Надо еще будет за кормочки сейчас сразу бахнуть, чтобы тесто делаю обычные такие маленькие шарики. Тесто обычное, просто вода вот с лунки и мука. Делайте так, чтобы можно было скатывать руками. Вот. Ну, не липла она к рукам. Время задастся, я даже поближе могу вам показать, как оно выглядит. Давайте все лишнее уберем, кроме чая, теста. Ты смотри-ка, не успела она опуститься до дна, как сразу есть поклевка. Ух ты, хороший, хороший. Ну это не жерличный, конечно. Ну тоже ничего, такой пойдет на жареху. Почему нет-то? Опа! Окошко закрываем. Ничего, так утро начинается. Утро вообще неплохо начинается, друзья. Ох, лепота, благодать. И вот у теста есть такое свойство, она за ночь набирает в себя как следует вот эту муку вашу, поэтому ничего страшного, что утром ваше тесто становится липким и липнет к пальцам. Вчера, допустим, вечером, если вы делали, ваше тесто было более твердым, а утром оно уже как размягшее тесто, потому что свойство такое, поэтому ничего страшного, вы можете просто маленько добавить еще муки, и оно станет уже как следует твердым. Вот. Ну, прям даже позавтракать вот не дают. Смотрите, что творится. Я прям только опустил и сразу на опускании. Причем хороший такой идет. Чебак. Ой. Чуть не ушел. Как говорится. Такой вот чебак хороший прям. Ай да чебак. Ну вот, хорошо, что я вчера закормил с вечера.
Сейчас вот днем как... Сейчас облачно, если днем немного светлее станет, то я готов вам показать даже, что там за рыба на дне, как она там себя ведет там. Теста у нас много, друзья. Прям не дают они покоя. Я вчера туда манки сыпанул. Манную кашу, прикормку можете сыпать смело. Ну, где-то вот такую небольшую горстиночку взял, так раз туда. Она так плавала по поверхности. Что-то плавало по поверхности, что-то было в этом. Туда ушло сразу. Смотрите, вон, видите, вот как даже не дают покоя. Вот это чёс, друзья, утренний. Вот это рыбалка, так я понимаю, рыбалка. То ли дело. Ух ты, опять хорошая. Ай, какая сорога хорошая. Ну просто бомба. Она берет на дне практически. Я от дна где-то сантиметров 3-4 где-то поднимаю. Ну, трешечка, наверное. И вот кормится у дна. Видно, что рыба ест нашу приманку. А вот же есть окошко. Че я туда тянусь-то? Прям сюда кидаем, да и все. Че, париться, да? Ай, башка. Так, ладно. Ой, какая красота прям. Балдею. А да, рыбалка. Но кроме этого еще был корм. Корм от рыбок, ребята, оказывается, очень эффективный. Вот я вчера не замочил. Я вчера присыпал небольшую горстиночку корма. Вот такой вот обычный корм для рыбок. Сейчас, минуточку. Конечно же, я вам покажу все это дело. Такой вот обычный корм для рыбок. Это получается бормыш. Бормыш сухой, так сказать. Его посыпаешь на лунки. Вот такую горсть вот небольшую. Раз сюда вот я ее посыпал вот. И она сейчас будет лежать. И я вчера вечером посыпал перед сном. Она вот так и плавала, как плавает сейчас. И утром проснусь, сегодня смотрю, нету корма бормыша. А он, видать, весь размяк и туда утонул. Когда размякает, видать, уходит туда. Ну, в смысле, тонет. Вот. Ну и там на дне как прикормка лежит. Опа, не успел. Ну ничего. Ух ты, класс, красота, ребят. Это хороший прям, ух ты. Ну, здоровый силач идет. Ух ты, ух ты, ух ты. Оба-на! Один другого больше. Это вообще что-то с чем-то. Вообще хороший. Ай да, красота. Даже не дают. Я же хотел еще опустить черта. Тут на черта хотел типа пробовать. Не до чертов, друзья. Ах, благодать на улице. Снаружи какая благодать. Так. Ставим тесто.
Ну вот эта мышка у меня бегающий поводок вверх-вниз. Не знаю, зачем я это сделал, но просто так сделал. Теста много, можно не жалеть. И Володина прикормка, конечно, была. Зеленого цвета. Он привез с Калининграда. Она для плотвы специальная. Ну вот я не знаю, говорить вам название или нет. Мне-то без разницы. Я вам сейчас скажу, как она называется. Даже покажу. Вот она. Траппер называется. Вот такая вот Володина прикормка была. Ну, есть тут маленько еще, я ее очень экономлю. Просто тут уже клевает. О, смотрите. Вот в момент поднятия я его подсекаю. То есть она вот делает такие движения. Вот. Когда она поднимает, вот в этот момент я подсечку делаю. Кивок. Так, ну, здесь у меня, по этому месту у меня опасения только одни. Потому что я подъезжал в 3 местах. Вчера вечером пробовал пробуриться. В 2 местах вода прям из лунки перла вот. Но это такое более-менее. Я подъехал сюда, и оно прям ровень в ровень стоит. Ну, что сделаешь? Здесь я остановился вровень в ровень. О, какая красота! Ай да плотва! Да, друзья, это и есть счастье. Счастье рыбацкое. Рыбацкое счастье. Друзья, на ряпушку нынче я не успел. Так же, как и на налима. Потому что, ну, по нашим верованиям, так скажем, я воздержался 40 дней. У супруги, у Оксанки, у теща моя, мать ее, ну, скончалась из болезни. Не коронавирус, поэтому пришлось мне 40 дней выждать. И я не рыбачил, ничего не делал. Ну, спасибо моему бывшему коллеге Иннокентию Дьяконову. Он мне мешочек рыбы отложил. Ляпота, друзья, ляпота. Какая красота. Причем вся такая хорошая, на жареху, на жарешку. Ну, в этих местах ребята таких вот даже ставят на жерлицу, ставили. Агат, Сибирия, Володя Рыбкин 39 приезжали ко мне. Ребята очень полюбили Якутию. Якутия она такая.
В частности, Жиганский район, который славится своей рыбой, своей охотой. Знатные рыбаки здесь есть, охотники, легендарные люди отсюда много. Роман Дмитриев, Шемяковы здесь живут, которые во время Великой Отечественной войны даже народы целые спасли, предки их. Вот, ох ты, идет. Опа! Красота! Первый президент наш отсюда здесь был, то есть жил, здесь рос, заканчивал школу. Михаил Ефимович Николаев. Очень достаточно уважаемый наш в республике человек. Очень много для республики сделал. Жиганск, друзья, это ворота в Арктику. Раньше был, да и сейчас здесь все арктическая навигация посюда проходит. И тут и воздушный коридор, Оленек, Анабар. Может, слышали такие районы. Якутия очень большая. Якутия — это 1/5 России, друзья. Представьте себе, 1/5 России. Это Якутия. Ну, долго прям не заставляет себя ждать, такая голодная такая плотва. Так, ну. Причем порой бывает, что вот, ух ты, сошел, ну ничего, надо проверить тогда. Так вот аккуратненько. Это крупные особи берут довольно-таки. То есть, которые более, видимо, аккуратнее, которые более привередливые к еде. Они так чуть-чуть кое-как так вот обсасывают. Может, гурманы, я не знаю, может, пробуют на вкус тесто, что ли, или что. Вот. Ну, как будто это у меня со скольки клев дубас пошел. Ага, где-то с 10, да? С 9:30 идет дубас. Ну, в 9 я проснулся, в 5 я уснул. Сегодня хороший день. Будет, чувствую, плодотворный. О, есть такое дело. Идет. Мормышка цепляется за полик. Но этот мелковатый, друзья. Давайте отпустим мелочь. Не будем мучить. Жерлицы пока ставить. Ну, хотя можно и жерлицу пойти попробовать поставить. Ну, чуть-чуть давайте порыбачим, пока ловится. Если сейчас еще один такой вой будет, то я его в ведро, вон то синее, Володина поставлю. Володя тут свой в ведро оставил. Синие, чтобы не возить с собой. Опа, сразу, ух ты, сорвал с рта. Изо рта вырвал. Угу. Есть. Вот этот небольшой уже, небольшечно. А нет. Ну такой среднячок. Среднячок идет. Хопа. На жарешку пойдет же ведь.
Пойдет. Опа. На котлеточке крутанут, ничего. Ну, также, друзья, огромная благодарность моим спонсорам. Спонсоры на ютубе, которые спонсировать кнопочка. Их не так много. 16 человек было в прошлом году и прошлом месяце. Сейчас я уже не знаю, сколько их. Но каждый человек по литру бензина мне налил. Это получается 16 литров мне налили. Тоже огромная благодарность. Допустим, сюда приехать, это уже я 28 заливаю. И 20-ку еще мне... Опа! Ничего себе! Это что такое? Оба, хорошо сопротивляется. Это что такое было? А? Это кто? О, ничего себе, чувак, вот это да. Ничего себе, так естественно, чуть удочка не вылетела. Обалденный чувак. Чубак. Чуть чубак не сказал. Хороший такой чубак. Во! Вот это чубачело. Ау! Красавчик. Давай иди туда, к своим. А то я привык такой, на пальцах, пальчиками, кончиками пальцев. Расслабился, называется. Да, хорошие дяди. Так, отсюда надо кусман тесто вытащить, чтобы туда не лазить все время. Вот это рыбалка, так рыбалка. Вот это по-нашему. Оба. Есть. Есть. О, есть чебачок, есть. Хороший чебачочек. Пойдешь. На жареху пойдешь. Ребят, сегодня... Ну, вообще хочу эту рыбу всю, как я говорил, будет у нас рыбалка, так сказать, благотворительная. Отдадим семье многодетной с детьми, пускай жарит, пельмени, этот, котлетки крутит. О, закинул сразу. Долго не заставлять себя ждать. Вот в этот момент подъема вот сразу подсекаю. Это на сорогу так. На ельца там по-другому маленько делается. Там наоборот в момент опускания. Но на севере в основном плотва. Елец есть, но что-то не так его много. Поэтому, ребята, поэтому плотвичка.
носорога, как ее тут еще называют. Опа. Что-то за верхнюю вообще не берет. Странно. Вся рыба, видать, у дна. Питается. Кормится. Даже мне поесть не дают. Я же хотел еще тут между делом уплетать. О, хорошенькая. Не трофей, но все же. Друзья, скоро Новый год. Что он нам несет, этот Новый год? Нынче не очень хороший год выдался. Моих друзей рыбаков подкосило. Напасть это, болезнь это поганая. Пандемия это, очень много людей остались без работы. Я тоже нынче не работаю. В общем, плохо дело. Но есть и хорошее, конечно. Много чего хорошего произошло в этом году. Очень большой трип сделал нынче по Якутии. Во многих местах был. Жаль, это летом не пользовалось таким спросом. Просмотров было мало. Я ездил по нескольким нашим районам специально. И поэтому я ролики эти убрал вообще, чтобы не мозолили глаза. Ну, некоторые оставил, некоторые убрал. Но летом, смотрю, спиннинг не особо уже интересен людям. Поэтому, наверное, будем уже менять что-то. Видать, уже приелся спиннинг. И тем более не очень много спиннингистов, видимо, по России. Поэтому поменьше сделаем просто спиннинга. Побольше удочки, карася какой-нибудь. Так, ну, по всей видимости, вот, если перестали поклевки, 100% подошел крупный. Ну, то есть хищник. Поэтому мы делаем следующим образом. Мы просто вытаскиваем сюда в стороночку опа, убираем в сторонку мормышки. Да вот здесь давай положим. И попробуем вот эту приманку. Я не знаю, как она называется правильно. Я не особо разбираюсь в них. Ну пусть будет ратлина.
Хотя это не ратлина. Опускаем. На ратлину на эту я буду рыбачить и здесь. То есть опа.